Самым распространенным видом женского рукоделия в Устильме было вязание. Семьи были большие, вязали много, но ассортимент изделий был невелик. Это исподки женские, мужские, рукавицы писаные, носочки женские, головки мужские, чулки женские, чулки мужские. Вязали изделия из шерсти овцы, круговую, соединяли на 5 спицах. В зависимости от цвета у шерсти свои свойства. Так, допустим, белая шерсть, она считается более прочной, более теплой, из нее вязали мужские головки. Женские головки вязали из черной шерсти, она рыхлая и менее теплая, менее прочная. А носочек и пяточку также вязали из белой для прочности. Рукавицы нарядные вязали из 5 цветов. Желтый на черном, красный на зеленом и черный-белый цвета. Назывались писанными. А изделия рабочие, исподки рабочие, вязали черно-белыми мушками, назывались рябыми. Также вязали исподки будничные черно-белым, но украшали также узорами запястья и начинали вязать рубчиком для оберега. А нарядные уже исподки полностью вязали узором. Здесь много окаймленных бордюров. Но начало вязали также рубчиком. Также было распространено вязание восьмиконечной звездой. Начинали вязать в резиночку, вязали 3-5 полосок, обязательно нечетное число. И тыльная сторона оформлялась звездами, а внутренняя сторона оформлялась или сетчатым узором, мушками или костыльками. А сейчас подробнее остановимся на мужских и женских нарядных чулках. У женских праздничных чулок украшена только верхняя часть. Основу вязали из пряжи черного цвета, пятку и носок из белой пряжи для прочности. Это обосновано тем, что красоту все равно под сарафаном не видно, а рубчик связан для прочности, да немного узора. Праздничные чулки отличались от повседневных большой длиной и достигали колен. Носили их по-разному. Мужчины в основном вытягивали их в длину, а когда более длинные, так их в гармошку собирали. А женщины припускали всегда в гармошку. Мужские были полностью орнаментированные, и чем длиннее чулок, считалась тем зажиточная семья, так как уходило много пряжи. Узоров много связано, так и хозяйка мастерица. В верхней части чулок располагался 3-4-цветный рубчик и насчитывалось от 7 до 13 полос. Вот здесь так вообще 18 полос. Считалось, что места, где может проникнуть злая сила, это края одежды, рукавиц, чулок. Поэтому, чтобы уберечься от нее, украшали эти места ярким многоцветным узором, рубчиком, который представляет собой переплетение 2 нитей на лицевой стороне и чередованием цвета. Чулок состоит из 2 частей – поголенка и слитка. По характеру узоров поголенок делится на 2 части. В верхней части вяжут 7 семеричных бордюров, которые представляют собой единый массив, узорный массив. Нижняя часть поголенка украшается произвольным количеством семеричных и окаймленных бордюров. Праздничные чулки, они более яркие, чем женские, и называют у нас писанными писанки, а узоры на них писки. Это не только украшения и завитушки,
Это рассказ о далеком прошлом. В старину что видели, то и вязали. Мотивы и элементы орнамента человеку подсказывает окружающая природа, климат, обычаи, очертания человеческого тела и окружающих предметов, части тела животных. До наших дней сохранились такие названия узоров, как околинка, костыльки, заслонницы, двоебокая рожка, однобокая рожка. Но это не просто украшение. Каждый элемент имел определенный смысл, был условным, но понятным изображением знаков природы – рождения, жизни, смерти. Орнамент можно назвать древним языком общения людей. Вязаные изделия служат своего рода паспортом, по ним определяли, из какой местности человек. Чередование цветов в узоре имеет также свою символику. Желтый – солнце, красный – огонь, тепло, зеленый – растения, деревья, черный – с землей, белый ассоциируется с чистотой. Узор составлен таким образом, что и цветовая гамма, и чередование символов несет в себе частицу земли, солнца, всего живого и является оберегом. Каждый узор неоднозначен. Так, допустим, узор околинка, ром в квадрате с точкой внутри, означает засеянное поле, пашню, символ земли, пожелание добра, сытой жизни. А точка – символ начала. Так и глаз, следящий за кознями темных сил. Линия в узоре олицетворяет движение и бессмертие. Ром с отростком символизирует возрождение жизни, знак земли, давший всходы, прямые заслонницы. Ромб с продленными отростками способен защитить от проказ темных сил. Однобокая рожка и двоебокая рожка. В настоящее время традиционное устилинское вязание не теряет своей популярности, расширился ассортимент изделий, соблюдаются традиционные цвета и добавляются новые. А сейчас рассмотрим основные приемы вязания. Вязание начинается с набора петель. Вяжем на 5 спицах, набираем на 4 спицы, вяжем 5-й. Затем замыкаем в кольцо. Для этого одну петлю перекидываем на другую спицу, чтобы образовался красивый край. И начинаем вязать. Начинаем вязать. Это набор петель. Сейчас мы рассмотрим, как вяжется рубчик. Для этого нужно клубок пряжи разделить на 2 части. Маленький клубочек отмотать от большого клубка. С лицевой стороны у нас должен получиться вот такой край, рубчик. Мы связали черный рубчик, красный, сейчас нам нужно желтый связать. Мы переворачиваем спицы. Нить должна с этой стороны остаться. И вяжем
просто лицевыми петлями. И вот у нас получилось 3 ряда рубчиком. Черный, красный, желтенький. Вот в изделии можно обратить внимание. Вот они. Черный, красный, желтый. Вот эти наши 3 ряда. Вот мы связали. Сейчас нужно все повторить заново. Черный, красный, желтый. И так, чем больше рубцов, тем больше оберег, тем больше прочность. А сейчас перейдем к основному узору. После рубчика мы начинаем вязать окаймленный семеричный бордюр. Вот это кайма, сам узор, околинка. И также провязываем кайму из костыльков. Черная, желтая околинка окаймляется красно-белыми костыльками. Красная, зеленая околинка окаймляется желто-черными. Сейчас мы вяжем красно-белую кайму из костыльков. Вот так мы и вяжем, сохраняя вековые традиции, соблюдая узоры, цветовую гамму. Так вязали наши бабушки, перенимая это умение от своих мам. В настоящее время в отделе народных художественных промыслов мы передаем свои навыки, секреты уссыльского традиционного вязания подрастающему поколению.